В 2006 году, находясь в командировке в Гамбурге, Муса с сыном ехали в метро. Напротив сидел черный, как смоль, африканец. И дабы развеселить сына, Муса пошутил с ним на чеченском языке. «Ажа Адам, мааджа улис». А в ответ на том же чеченском языке, но уже от африканца, услышал. Я вначале подумал, что это слова сказаны моим сыном. Я говорю, это не про тебя, я не о тебе говорю, а о том человеке, который впереди нас сидит. И снова я слушаю в ответ. Это я, Софи Глюишвельтом. Это услышал от африканца, который сел напротив нас. А чем отличался его чеченский язык от нашего чеченского языка? Это был какой-то в нашем понимании искаженный язык, деформированный, или все-таки его можно было понять? Ну, вначале я вообще не ожидал, что услышу нашу родную речь от африканца, и поэтому я абсолютно этому не придал значения. Но потом уже, когда мы с ним стали разговаривать, уже я понял, что, конечно, его язык отличался, и он говорил, так говорим, потому что там были примеси, он вставлял, как мы говорим на одном языке, оставляя там русские слова. Вот он говорил с примесью там немецкие слова, африканские, там других племен, то есть понять его можно было. Невероятного, но очевидного знакомого Мусы Садулаева звали Макумба Сатата. Родом он из Зимбабве. В Гамбург приехал еще юношей учиться. По окончании университета женился на немке и остался на родине жены. На вопрос, откуда он знает чеченский, Макумба обиделся, поскольку считает его своим родным языком. Но чуть позже он рассказал Мусе легенду о происхождении его племени. По словам Макумбы, в их племени живет легенда. По этой легенде некогда жили два брата по имени Нох и Ночи, там, где река Нил подала в море. Когда у них дети подросли, они уже стали задумываться о их обзавестись семьями, и то есть эти два брата не могли сделать так, чтобы их дети переженились друг с другом, и они решили разойтись. Нох ушел в сторону, где, как вот они говорят по легенде, в ту сторону, откуда солнце встает, то есть на восток, это в нашем направлении. Ночи ушли вверх по течению реки Нил и обосновались там, где сейчас находится страна Зимбабве. О том, что могут быть потомки Нохи, они предполагали, но только не знали, где их искать. И вот в один из вечеров, сидя всем племенем у телевизора, они услышали в репортаже о войне в Чечне речь одного старика, которая была похожа на их родной язык. Внимательно прислушавшись, они уже не сомневались, что это потомки Нохи. Единственное, что их смущало – цвет кожи. А как ты думаешь, мы, чеченцы, белокожие, они чернокожие. Тебя это тоже, наверное, удивило. Не меньше их. Ну, меня, разумеется, это удивило, но их это удивило тоже не меньше, потому что, по словам Макумбы, когда они узнали, что действительно существуют потомки Нохи, они говорили, по-моему, говорят, разных предположений. Сам Макумба сказал, что за те тысячелетия, которые они провели по Африке, они породнились разными племенами, то есть и то, что они оказались черными, меня, в принципе, шокировало намного меньше, а то, что они хотя бы остались, у них какие-то слова, то есть какая-то речь. Муса, чеченская речь у них сохранилась. Помимо чеченской речи, у них сохранились какие-то обычаи, может быть, или вот в нашем понимании какие-то гылкш, схожие с нашими, что-то такое сугубо такое культовое, чеченское? Ну, конечно, там говорит, что у нас сохранились общие традиции, конечно, это, там говорить, трудно, но я заметил, когда вот жил в их хижинах, то есть это круглые такие у них дома. Когда я жил, у них, например, там было деревянное так, наподобие стула, там садились мужчины, а женщины, женщины и дети сидели на полу. Вот так было. Так. Все-таки я считал, что вот мужчина, он выше должен быть. А вот, например, как у нас принято, когда мужчина заходит, там, женщины встают, что-нибудь такое замечал? Нет, я бы сказал, что у них такое равноправие, и там мужчина, там женщина, у них все равноправие. Что это за загадочное племя Ночи? Какие у них традиции и религия? Как и в каких условиях они живут? И самое главное, почему их язык так схож с чеченским? Эти и другие вопросы не давали Мусе покоя.
Мысль разузнать все о них превратилась для Мусы в некую идею фикс. Получить исчерпывающие ответы на эти вопросы можно было только в Африке, куда выехать было не так-то легко. Организационные вопросы и проблему визой решила шеф-редактор информационного агентства Deutsche African Press Мартина Баурле. Еще в 80-е годы русский путешественник Юрий Сенкевич говорил об этом, но когда Муса привел Макумбу Сатату и при нас они говорили на чеченском языке, это была настоящая сенсация. Мы немедленно провели на эту тему научно-практическую конференцию и отправили чеченского фоторепортера Мусу Садулаева в Зимбабве. Африка. Зимбабве. Деревня Ченхой-Котер. Конечно же, ничего схожего с Чечней и с чеченцами он не увидел. Мазанки с крышей из бамбука или камыша, впроголодь живущее племя, не имеющее возможности получить элементарную медицинскую помощь и образование. Полная нищета и безграмотность. Видя эти африканские реалии, мало верилось в легенду о генетическом родстве. Но язык, не одно, не два слова, а целый язык, так схожий с чеченским, был красноречивее легенды. Будете швей гергер, хока ашул ашкам вой нохши гергер. Из чога инзри хумаду ахстактиш рол шумадас. Дела соцет свелер худохан ялча вакве анчана хуза ерти церш. Сабеш ох цеск борбу чин хой алязин йолшо царе. Аха макутию макаж гердо шул идваш. Хидола декойлича